Аўторак 18 лютага. Вітаю спадарства, гэта Белсат Зум, з вами Віталь Бабін. Актуальныя навіны і размовы з экспертамі в вашай увазе. Пачынаем. Перамовы ЗША і Расіі ў Саудаўскай Аравіі. Чым яны скончацца, ды як адрэагуе Украіна і свет? 86% парушэнняў чыноўнікі з правяраннямі ў крамах суседзей. Што яны там знайшлі? Міліцыя пачне паляванне на гэтак званых дармаедаў, да каго прыйдуць найперш. Паводле выдання Fox News, Расія і ЗША у Эр-Рыядзе прапанавалі мірны план па вайне ва ўкраіне, які ўключае спыненне агню, выбары ва ўкраіне, а таксама падпісанне канчатковага мірнага пагаднення. Паводле выдання, Трамп і Пуцін лічаць шансы на пераабранне Зеленскага нізкімі. Сустрэча прайшла ў двухбаковым фармаце, на яе не запрасілі прадстаўнікоў Украіны ды іншых дзяржаваў. Дэлегацыі ўзначалілі дзяржаўны сакратар ЗША Марко Рубіо і міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў. Перад пачаткам перамоў Злучаныя Штаты і Расія гаварылі пра іх як пра першы крок да наладжвання дыялогу паміж краінамі, да магчымых перамоваў наконт міру ва ўкраіне і да сустрэчы на найвышэйшым узроўні Пуціна і Трампа. Владзімір Зеленскі заявіў, што Кіеў не стане прызнаваць ніякіх дамоўленасцяў адносна ўкраіны, калі прадстаўнікоў краіны не будзе за сталом перамоваў. С нами на сувязи Михаил Шейтельман, политтехнолог и письменник. Господа Михаил, витаю вас. Да, здравствуйте. Хотел бы сразу же вернуться к главной информации, которую подает телеканал Fox News, про то, что Россия и США предложили в Эр-Рияде трехступенчатый мирный план, согласно которому будет последовательно прекращение огня, проведение новых президентских выборов в Украине, уже после этого подписание мирного договора. На ваш взгляд, насколько, в принципе, Трамп может предлагать такие условия Киеву, тем более, что Путин, так я понимаю, готов разговаривать с Зеленским, но он сомневается в его легитимности? Вообще ровно ни насколько, потому что, как сказал Зеленский, нас не очень интересует, что происходит в Саудовской Аравии, мы не признаем эти переговоры. Вообще в любом случае все, что там обсуждается, никак не имеет никакого отношения к Украине. Это две посторонние страны разговаривают между собой. С таким же успехом они могут там с китайцами разговаривать об этом. Это все не важно. Естественно, выборы в Украине проводятся в соответствии с Конституцией, и это никак не касается россиян никаким образом. Россияне не имеют права на переговор, в рамках мирного процесса диктовать условия демократии Украины. Потому что скорее можно предъявить претензии к россиянам. Пусть они проведут свободные выборы, потому что мы сомневаемся, собственно, Украина не признает Путина президентом Российской Федерации, потому что считается в Украине, что так как этот человек стал президентом, просто убив своего оппонента, ровно год назад он убил Алексея Навального, и так стал президентом России. Поэтому очень странно, если Америка приедет просить провести выборы, при этом не попросит провести выборы у России, свободные. Естественно, свободно, демократично, со всеми кандидатами, с доступом к СМИ, с освобождением всех политзаключенных, с возвращением иммигрантов, а наоборот почему-то Украины. Таких оснований Украина точно не видит, и такого вмешательства в свои внутренние дела, естественно, допускать не будет. Поэтому это звучит как полная ерунда. Но надо сказать, что последние недели, 2-3, количество мирных планов, которые мы увидели в разных СМИ. Fox это просто там 25-й мирный план, который якобы кто-то придумал. То есть никаких ссылок же нет, это же не кто-то вышел, никто не сказал ни разу такого. То есть это все не похоже на правду. А то, что, в принципе, Кремль предложил США доступ в Арктику и в том числе российскую нефть, это может быть похоже на правду? И как это можно рассматривать? Как подкуп, как какую-то часть этого мирного плана по Украине? Да, конечно, это абсолютно реалистично звучит, потому что там выступал, собственно, от российской делегации, насколько я понимаю, в Саудовской Аравии публично выступал вот этот человек по имени Кирюша, значит, Дмитриев, он как бы непонятный, у него должность, он муж подруги дочки Путина. Вот такая у него должность официальная, поэтому он возглавляет, естественно, переговорную делегацию. В России это вполне нормальная практика, что какие-то родственники и так далее, то есть все понимают, что это не свободная страна, не демократическая. Одновременно он директор прачечной, известный вот этот человек Кирюша Дмитриев, он директор прачечной, где отмываются деньги семьи Путина и его друзей, Ковальчуков, Ротенбергов и так далее. Он возглавляет так называемый фонд прямых инвестиций. Как работает эта система?
Значит, Ковальчуки, Ротенберги и так далее вкладывают деньги во что-то. Если они обанкротились, не получилось, то это выкупает государственная организация, фонд прямых инвестиций, чтобы спасти деньги семьи. Ну, вот это его работа основная. Поэтому он предлагает всякие проекты, это его полномочия, предлагать американцам, например, инвестировать в арктические проекты. Конечно, они были бы рады, я имею в виду россияне, чтобы американцы в это вложились. Они готовы отдать все, что угодно, ведь у них же нет своих денег на освоение там, каких-то новых месторождений, а главное, у них нет технологий. То есть россияне не умеют в этих местах добывать нефть. И, собственно, санкции сработали, и санкции остановили все эти инвестиции, потому что это были британцы, это были американцы, те, кто добывал там нефть. Вот, поэтому они мечтают об этом. Дмитриев, этот Кирюша, сказал, что 300 миллиардов долларов Америка потеряла на том, что вот ушла как бизнес из Российской Федерации и мечтают об этом возвращении. Поэтому это, конечно, это главное, чем они заманивают, что приходите, давайте вместе делить нефть, газ и так далее. Бизнес ничего личного, как можно понять, с политики Дональда Трампа. На следующей неделе уже, возможно, они встретятся с Владимиром Путиным в этом же Эр-Рияде. На ваш взгляд, почему, в принципе, Трамп решил изначально встречаться с российским руководством, а затем уже с украинским? Ну, во-первых, Трамп сразу так и говорил. То есть, вот мы сейчас все в шоке прямо от всего, что происходит, от дружбы Трампа с Путиным потенциально и так далее. Но ведь Трамп не нарушил в этом смысле своих предвыборных обещаний. Если в каких-то других вопросах он поступал весьма экстравагантно и неожиданно, например, решив там начать военную агрессию против Дании за Гренландию и так далее, то чего он не говорил во время предвыборной кампании, или захват Канады, он об этом же не говорил во время предвыборной кампании, то здесь это все, что он обещал. Он сказал, что война началась из-за того, что Байден пригласил Украину в НАТО, по словам Трампа. Это не так, но тем не менее это по словам Трампа было так. Я это дело прекращу, и я сначала встречусь, он сказал, я позвоню Путину и потребую от него раз, два, три, четыре. Если он не выполнит, тогда я буду там накладывать санкции, что-то делать с Зеленским и так далее. Но пока, видимо, Путин выполняет то, что требует от него Трамп. Я думаю, что все так. Как говорится, те, кто переживает и плачет по поводу этого всего, справедливо, с одной стороны, переживают, но надо было начинать переживать 5 ноября, когда победил на выборах Трамп. Дальше вот он выполняет все, что говорил, что да, у нас нет, ну, по сути, он говорит, нет никаких идеологий, мы не собираемся защищать там, народ Украины от геноцида, мы больше в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы чисто зарабатывать деньги. Если их выгоднее зарабатывать с россиянами, мы будем работать с россиянами. Выгоднее с Украиной, будем с Украиной. Вот и все. А лучше и то, и другое. Поэтому вот все абсолютно в логике Трампа происходит. Почему раньше с Путиным это не совсем так? Он встретился сначала с Зеленским, просто встретился еще в Париже, в Нотр-Даме с Зеленским. И после этого, выйдя, он сказал, я пообщался с Зеленским, я, говорит, с удивлением узнал, что Зеленский готов к переговорам, что Зеленский понимает, о чем надо разговаривать. Осталось мне уговорить Путина. Он это сказал все тоже. И сейчас, собственно, все его помощники и вся его команда ему вторят. Ну, например, вчера Рубио перед этими переговорами сообщил следующее. Говорит, это еще не переговоры. Почему, мы, говорит, у него спросили, а почему вы не позвали Зеленского, почему вы не позвали Европу? Он говорит, а это не переговоры. Это не переговоры с Россией по Украине. Это переговорные группы, которые пытаются организовать переговорный процесс. То есть его самого нет. Мы пытаемся организовать переговорный процесс. Когда начнется переговорный процесс, мы, говорит, естественно, позовем и Зеленского, и Европу. Потому что без них мы как сможем договориться? Сегодня он, кстати, повторил эти тезисы, что без Европы и без Украины мы, естественно, ни о чем договориться не можем. Но это тоже звучит вполне логично. Ведь пока цель-то уговорить Россию как бы там на какие-то вещи, скажем так, чтобы в принципе была логика в этом разговоре. Ведь вот вы сами там привели в начале, что, мол, россияне отказывались разговаривать с Зеленским, а сегодня уже согласились. Это прямо произошло во время переговоров. Песков сказал, а Путин всегда соглашался, говорит Зеленским. Что вранье, потому что Путин всего лишь 2 недели назад говорил, что он с Зеленским лично переговоры вести не будет, а пришлет каких-то людей. Да, еще и к тому же Кремль заявил, что он не против вступления Украины в Европейский Союз. Это претензии к ее членству в НАТО в первую очередь. Да, это тоже. Ну и там интересно, он говорит, что вот нам очень важно проработать вот эту, юридическую точность, чтобы вот не смогли потом украинцы сказать, что, мол, Зеленский не имел полномочий. Но здесь есть такой важный нюанс, который Путин не может не знать, просто не может не знать, что есть конвенция о международных договорах, Венская конвенция 1969 года, которая, в частности, говорит, 69 она говорит 2 важные вещи. Первое.
что страна, ну то бишь Украина в данном случае, не имеет права отказаться от договора только на основании того, что вдруг решила, что Зеленский был нелегитимен. Там прямо это прописано, что если вы вдруг, вот вы страна подписали контракт, а потом вы говорите, ну знаете, вот там у нас по внутреннему нашему законодательству Зеленский не имел права, это не позволяет отменить договор. Прямо есть конкретная статья об этом. Но есть другая статья, которая наоборот говорит следующее. Статья, по-моему, не вспомню сейчас номер, неважно. Очень важная, которую Путин ну, точно знает. Что статья 52 и 53, да, что любой договор считается ничтожным, сторона может объявить его ничтожным со дня подписания, если противоположной стороной была применена сила против этого государства. То есть, Россия применила силу против Украины, ну в этом трудно сомневаться. И в этот момент любой договор, подписанный Украиной, недействителен с этого дня. И это нельзя обойти никак. То есть, вот подписать договор сейчас, что Украина, не знаю, дарит России Крым. На следующий день Украина говорит, нет, этот договор нелегитимен. Вот смотрите. Второе условие, пункты 52 и 53. 52, что если применена сила. 53, если это противоречит международному праву. Он противоречит международному праву. Поэтому единственный способ подписать легитимный договор – это вывести войска из Украины и потом что-то подписывать. А без этого любой договор ничтожен, как прописано. А это часть устава ООН, все эти бумаги. Поэтому, в общем, к сожалению, для Путина не существует такой штуки, которую Украина не сможет потом опровергнуть и легко от нее отказаться. При этом, когда говорим о выводе российских войск с Украины, мы также говорим о том, что эти российские войска могут уже в большом количестве появиться в этом году на территории Беларуси. И когда у Дональда Трампа спросили про то, верит ли он, что Россия там в ближайшее время может напасть на Польшу, на страны Балтии, про что говорил Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, нет, я не верю в это, этого не может быть. Действительно ли Трамп не рассматривает такой вариант? Ну, я не могу залезть ему в голову это проверить, но если он не рассматривает, это было бы очень напрасно, потому что об этом прямо заявляло российское руководство, о планах по нападению на страны Балтии и на Польшу. И, кстати, это цитировал потом Байден в одном из своих выступлений. Когда Байден сказал, что Путин и Хамас, он сказал, да, Путин и Хамас это одно и то же. В частности, ну это было там после 7 октября 2023 года, в частности, он говорит, вот посмотрите, ближайший к Путину человек Дмитрий Медведев, зам секретаря Совета Безопасности, то есть не секретаря, зам председателя Совета Безопасности, то есть второй человек в иерархии безопасности РФ после Путина. Он прямым текстом, я перепроверял, кстати, недавно даже эти тексты, сказал, что страны Балтии являются провинциями Российской Федерации, а Польша временно оккупированная территория Российской Федерации. Это все слова Медведева. Медведев, это мы можем там смеяться над ним, потому что он смешно выглядит. Но естественно, что на Западе к нему относятся вполне серьезно. А кто еще и более официальное лицо, чем вот там Медведев, Володин. Ну, нет более официальных, давайте так, людей. И оба этих человека так или иначе отрицали независимость стран Балтии. То есть, да, они готовы нападать, конечно. А почему Трамп этого не верит? А знаете, он не обязан об этом, ну, как сказать... А зачем ему провоцировать Путина сейчас на этом этапе? Во что он там верит, не верит, Трампу самому не важно, у него нет верований, у него есть тактика и стратегия переговоров. Он может говорить, что Путин там гений вселенский и так далее, мы же понимаем, чего он добивается от Путина. Он просто поставил себе какие-то цели и этого добивается. А что он говорит, совершенно не важно. Если мы вернемся еще к одним переговорам, которые происходят вот этими днями в Париже, почему там не видим Украины? Хотя, например, заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок про то, что Украина может ожидать в ближайшее время 700 миллиардов евро помощи, но это огромнейшая сумма. Почему же тогда там нету, в принципе, самой украинской делегации? Да, огромнейшая сумма, действительно. Кстати, есть этому всему объяснение. Она же пояснила, что первое, что мы должны все это сравнивать с ситуациями, как кризис евро, валюты евро, и как кризис ковида. Во время кризиса евро, когда случилась беда с Грецией, там и чуть не запретили Греции вообще евро иметь, тогда в сумме страны Евросоюза выделили какие-то сотни миллиардов евро для поддержания вот Греции, в принципе, чтобы спасти валюту евро. То же самое произошло во время ковида, когда ну, в общей сложности за несколько пакетов, там больше триллиона точно евро было напечатано, грубо говоря, новых денег. И сейчас об этом же речь шла в Париже, и об этом сообщил тоже, по-моему, польский премьер-министр Туск. Он сказал, что мы договорились изменить бюджетные правила из-за войны, а главное бюджетное правило – это Маастрихтский критерий, что дефицит бюджета страны Евросоюза не может превышать 3%, страны еврозоны. Не может превышать 3%, да и, по-моему, Евросоюз тоже. Не может превышать 3%. Соответственно, Шольц первым был, кто предложил на время войны это отменить, причем 2 недели назад всего.
И вот сейчас обсуждалось, это была главная тема, что давайте мы отменяем это правило для всей Европы. Соответственно, как мы можем увеличить долю военных расходов в ВВП? Просто напечатав новые деньги, отменив этот критерий. И об этом, как сказал Туск, договорились. Отсюда и взялась эта сумма уже и так далее. Сумма, естественно, пойдет не в бюджет Украины, сумма пойдет на закупку американского оружия. Ведь Трамп позавчера сказал, что Америка готова продавать Европе оружие для Украины. Это ключ, на самом деле, к успеху. То есть, Украина имеет все возможности отказаться от любых договоров с Россией, не подписывать ничего, если будут вот эти деньги и будет американское оружие. Ведь от Америки нужно только оружие, больше ничего. Желательно еще санкции против России, конечно. Это одно достижение. Другое, что почему там не звали Украину, а это внутреннее дело Европы. Это, знаете, европейцы по многим вопросам, в общем, не обязаны привлекать Украину. Это внутреннее дело Евросоюза реально. Оно внутри решалось. Макрон тут же доложил результаты Зеленскому. Вчера был звонок сразу после встречи, когда Макрон позвонил Трампу и Зеленскому рассказать про результаты этих разговоров. Эта встреча была, в общем, противоречивая по многим, правда, другим вопросам, что премьер-министр Италии Мелони, она сказала, что ей не понравился этот формат. Говорит, а что это за формат такой? Я не понимаю, почему одни приглашены, другие не приглашены, что это за антитрампизм тут у нас разводится. Она обвинила эту встречу в антитрампизме, опоздала на нее. И сказала, нет, давайте встречаться только в 27-ром и только в Брюсселе. То есть, мы Евросоюз, мы там собираемся, а не вот так вот почему-то. И, кстати, многие страны были недовольны, те, кого не позвали. Выразила недовольство Чехия, выразила недовольство Румыния и Словения, которые сказали, подождите, мы сторонники Украины, мы союзники, а вы нас не зовете на эту встречу. Поэтому, это такая была на скорую руку инициатива Макрона, который решил позвать тех, кто больше всего, наверное, вкладывает в эту самую помощь Украине. Будем надеяться, что действительно до чего-то хорошего для Украины в первую очередь договорятся. Спасибо огромное вам за этот разговор, за этот комментарий. У палізняволенай Вольгі Маёравай катаракта, ёй пагражае поўная слепата. Жанчына звярталася ў медчастку калоніі, але ў лячэнні ёй адмовілі. Праз статус тэрарысткі Маёравай не перадаюць лекі і медычныя бандэролі ад родных. Цяжкі стан за кратамі таксама у палізняволеных Вікторыі Кульшы і Алены Гнаук, паведамляе аб'яднаны пераходны кабінет. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. У горадні двое дзяцей моцна пацярпелі пры катанні на тюбінгах. 11-гадовы хлопчык атрымаў закрытую чэрапна-мазгавую траўму, катаючыся з бацькам і братамі на непрыстасаванай горцы. А 10-гадовая дзяўчынка зламала нагу на адмыслова абсталяванай трасе пры сутыкненні з іншымі тюбінгамі. У арачным саркафагу над Чарнобыльскай АЭС пасля ўдару Расіі ў мінулую пятніцу скразное пашкоджанне. Паводле украінскіх адмыслоўцаў яно мае плошчу каля 15 квадратных метраў. Пажар працягваюць тушыць, але радыяцыйны стан пад сталым кантролем адзначаецца ў афіцыйным паведамленні. Беларускія вышэйшыя навучальныя установы спыняць набор студэнтаў на 5 дзясяткаў спецыяльнасцяў. Паводле міністра адукацыі Андрэя Іванца гэта робіцца дзеля адмовы ад няпрофільнага рыхтавання. У той жа час сёлета адкрыюцца 3 новыя спецыяльнасці: інтэлектуальная электроніка, харчовая бяспека і фізічная культура, вайскова-патрыятычнае выхаванне. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю знайшло парушэнне ў 86% крамаў сеткі суседзі. Сярод іншага, чыноўнікі выявілі прадукты са скончаным тэрмінам прыдатнасці, невыкананне патрабаванняў да асартыменту, неналежнае афармленне цэннікаў, адсутнасць інфармацыі для спажыўцоў. Агулам сетка суседзі мае больш за 250 крамаў. З'явілася петыцыя, каб падтрымаць беларускую мову на платформе для публікацыі электронных кніг Amazon. Далучэнне беларускай мовы да гэтага сервісу можа дапамагчы выдаваць больш кніг на мове, што застаецца пад пагрозаю знікнення, пішуць аўтары петыцыі. Падпісацца за беларускую мову можна на сайце Change.org. На рэйсавым аўтобусе з Польшчы ў Беларусь спрабавалі прывезці 15 пітонаў. Схованку пад лядоўняй беларускія мытнікі знайшлі з дапамогай сканавання. Аўтобус затрымалі, змеяў перадалі ў менскі заапарк, кіроўцу паляка чакае суд. Некалькі месяцаў таму іншы кіроўца ў гэтым жа аўтобусе спрабаваў перавезці 19 пітонаў. Міністэрства ўнутраных спраў анансавала рэйды ў пошуку так званых дармаедаў у Менску. Задачу паставіў кіраўнік ведомства Іван Кубракоў падчас нарады ў галоўным управленні ўнутраных справаў Менгарвыканкаму.
Пазапланавыя правяранні пройдуць ва ўсіх раёнах сталіцы, паведамляе прэс-служба МУЗ. З асаблівай увагаю паставіцца да тых, хто працуе за мяжою ці атрымлівае заробак у канвертах. Апроч гэтага ведомства анансавала пашырэнне праграмаў працаўладкавання для так званых дармаедаў. Тых жа, хто ухіляецца ад працы з прычыны алкагольнай ці наркатычнай залежнасці, будуць прымусова накіроўваць у лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Пасля рэйдаў плануецца ўнесці прапанову заканадаўства, датычнае незанятых у эканоміцы. Раней лукашэнкаўскі міністр Кубракоў заявіў, што важна гарантаваць эканамічную бяспеку краіны, у тым ліку працуючы з непрацаўладкаванымі імігрантамі, пасля чаго гэткія рэйды міліцыя правяла ў рэгіёнах Беларусі. З намі на сувязі Александр Кабанаў, блогер і былы палітвязень. Спадар Александр, вітаю вас. Вітаю. Спадар Александр, наколькі далёка, на ваш погляд, улады могуць дайсці гэтым разам у справе пошуку гэтых званых дармаедаў? Ну, все зависит от того, сколько у них есть ресурсов, потому что большая часть ресурсов брошена на то, чтобы все-таки чистить дальше политическое поле, выискивать недовольных и так далее. Ну и, естественно, кого-то определили, там, я так думаю, что с райисполкомов, там, с различных структур таких, типа там Белой Руси и так далее, таких активистов, на то, чтобы найти вот этих самых людей, которые наши власти почему-то считают, вернее, белорусские власти считают дармоедами. Вот. И я думаю, этот процесс будет только расширяться и расширяться. То бок хадзіць будуць па кватэрах, па прадпрыемствах, па нейкіх спісах, я так разумею, а не так, як бы гэта было ў часы Андропава ў Савецкім Саюзе, калі людзей у абедзены час лавілі ў універсамах, у рознага кшталту крамах і пыталіся, а чаму гэта вы не на працы? Но на это у них точно ресурсов не будет. Но, насколько мне приходит информация, сейчас идет такая массовая рассылка писем с райисполкомов непосредственно. То есть тем людям они проверяют списки, кто где работает, кто где нет. Если не находят людей, что они где-то есть доказательства того, что они трудоустроены, то приходят письма в почтовые ящики. Асабліва уважліва плануюць паставіцца да тых, хто працуе за межамі Беларусі. Ці не звязана, на ваш погляд, гэта з інфармацыяй, якую некаторы час таму апублікавалі кіберпартызаны, што кожны трэці Менчук у 2022 годзе планаваў з'ехаць жыць за мяжу праз палітычныя прычыны? Но на самом деле отъезд высококлассных специалистов, он наблюдается постоянно. И по тем документам, которые до сих пор, допустим, вот сейчас приходят к Белполу, в стране проблема, дефицит кадров, и это все решается на таких закрытых заседаниях, совещаниях, и решает, что с этим делать. И я думаю, что это один из элементов давления, такого припугивания. Люди, не едьте, мы вас все равно будем доставать, мы все равно вас будем трясти как грушу. Вот. Ну, я не думаю, что это как-то повлияет на тех, кто решил уехать все-таки. Але реально, якія могуць захады ўвесці для тых, хто уехаў працаваць за мяжу? Ну, апрача таго, што ўжо зараз існуе павышаныя тарыфы на камунальныя паслугі, хаця ніхто яшчэ не даказаў, якія насамрэч маюць быць кошты на гэтыя камунальныя паслугі. Я думаю, что пока начнут они с коммунальной, потом посмотрят, как это все продвигается, потому что основная задача это, конечно, пополнить бюджет любыми способами. Вот, поэтому будут на сегодняшний момент поднимать коммунальную, и где эта граница, когда все это успокоится, неизвестно, потому что если люди начнут платить и будет видно, что поступления идут, значит, это можно будет потихонечку задирать. Вот. А второй шаг, который может быть, вполне возможно, это то, что те люди, которые выезжают работать за границу и потом приезжают все-таки назад в Беларусь, им понятно, что могут сделать платные медицинские услуги, а могут залезть вообще в карман через налоговую и сказать, а что вы там заработали, какие-то налоги вести. То есть там на самом деле фантазии для всех этих там Качановых, Лукашенок и так далее, там непочатый край. На ваш погляд, ці гэта сапраўды можа нейкім чынам палепшыць сітуацыю з паступленнямі ў бюджэт нашай краіны? Ну, слушайте, курочка по зернышку клюет. Там чуть-чуть, там предпринимателей поджали, тут людей поджали. Вот они прикинули, что, там, допустим, выезжают, я грубо говорю, там 100 тысяч человек выезжает, работает за рубеж. Там и дальнобойщики, и много людей разных, допустим. С каждого снимем там по 50, по 100 долларов, а с кого-то и больше. Вот где-то там какое-то перекроем направление. Но понятно, это ж не только по этому направлению не работает, что бюджет.
Вот. Основное это, конечно же, и повышение налогов, и больший контроль за частным бизнесом. То, что сейчас они там рассматривают, чтобы непосредственно райисполкомы смотрели, кто будет руководить частным бизнесом, и где-то будут своих людей всовывать и в советы директоров. Но это, в принципе, давно уже делают и так далее. Максимальный контроль за каждой копейкой. Это как бы ожидаемо вполне. Слухайте, у 2017 годзе людзі масава пратэставалі супраць гэтых дармаедскіх указаў, выходзілі на вуліцы. Цяпер формаў для такога адкрытага пратэсту няма. А як лічыце, ці могуць быць нейкія іншыя формы пратэсту, байкоту вось гэтай дурасці, якую ўлады узялі, в принципе, з практыкі Советского Союза? Ну, смотрите, на самом деле протест как таковой сейчас, вот именно, если брать форму протеста, это выход на улицы, это митинги, это и есть протест. Есть такая типа итальянской забастовки, когда люди делают вид, что что-то делают, а в то же время ничего не делают. Но по большому счету они еще больше делают так, чтобы люди выезжали из страны. То есть они пытаются сделать одно действие, а получается совсем другое действие. Человек, когда видит, что на него все больше и больше давят, что его больше и больше зажимают, у него возникает первая мысль: а что я здесь делаю, что я здесь потерял, кому я здесь нужен, почему это все происходит со мной. И ведь очень много примеров того, как люди уехали и здесь достаточно неплохо живут, хотя и в другой стране достаточно неплохо получили там свою профессию, которая была в Беларуси, они реализовывают здесь и живут достаточно достойно, намного лучше, чем в Беларуси. Поэтому я думаю, что основной протест, который может сильно ударить по власти, это еще больше отток таких людей из страны. Яшчэ одна форма, скажем так, профілактыкі беспрацоўя, гэта лечэбна-працоўныя профілакторыі, вось, як кажа спадар Кубракоў, так званы міністр унутраных спраў. Як лічыце, ці гэтыя профілакторыі, яны апраўдалі сябе ў лукашэнкаўскай Беларусі? Людзі пасля выхаду на волю, бо фактычна знаходзіліся ў зняволенні ў такім, так, у гэтых профілакторыях, сталі больш эфектыўней працаваць і менш злоўжываць алкагольнымі напоямі? Ну, во-первых, я хочу сказать сразу, первое, пока не забыл, что в таком месте самое место самому Кубракову. Вот ему там надо побывать обязательно. И не один год. Может, что-нибудь подлечить. Но на самом деле это не профилакторий. И абсолютно не лечебный. Это знают абсолютно все. У меня был опыт общения с многими людьми, которые прошли это прекрасное заведение, в том числе, когда я находился в местах заключения. Значит, и многие люди рассказывают, что там происходит. Это больше такой трудовой концлагерь, где люди работают просто за чашку там какой-то еды, абсолютно некачественной. Вот, более ничего. Продуктивен этот труд или нет, я не могу сказать. Но судя по тому, как мне рассказывали, не особо продуктивен. Но это такой элемент тоже, это элемент давления на общество, потому что не все алкоголики там находятся. Вот, есть люди, которые просто, употребляют алкоголь, но не являются такими уж прямо запойными. Второе – это элемент давления, вернее, выдергивания определенных лиц из общества. Просто их надо убрать, изолировать из общества и туда отправить. Вот. Ну и, естественно, как-то зачем трудоустраивать, зачем создавать высокоэффективные места, зачем, чтобы предприятие приносило прибыль. Если можно собрать такой «Камышовый рай», такой был фильм советский, очень интересно. Вот это похоже очень сильно на вот эти вот все события, которые происходят. Естественно, что там не лечат никого, это само собой. Таких случаев не зафиксировано. Яшчэ ўлады працуюць з мігрантамі, якія прыязджаюць у Беларусь у якасці працоўнай сілы. І вось Міністэрства ўнутраных спраў таксама падключалася да гэтай акцыі ў рэгіёнах. Ці ёсць сапраўды Беларусі чым прывабіць працоўную сілу, вось, напрыклад, з усходніх нейкіх краінаў? Бо так ці інакш ведаем, што трудовыя, гэтыя працоўныя мігранты, у асноўным накіроўваюцца ў Расею. Ці Беларусь можа быць таксама прывабнай для іх? Я не думаю, что Беларусь может заинтересовать в плане заработка. Мигранты – это люди, которые хотят заработать, да, и заработать больше, чем у себя в стране. В Беларуси таких условий нет. Если человек специалист, допустим, какого-то уровня там серьезного, да, он себе найдет спокойно работу во всем мире, но только не в Беларуси. Если человек не специалист,
то в Беларуси заработки не специалистов, они крайне низкие, и эти деньги, если хватит на еду, там, на лекарства, а плюс же надо еще какое-то жилье снимать там, и так далее. Поэтому это неэффективно, это, я думаю, больше какие-то, как, допустим, тот же Бараночский по ХБО, когда туда присылали всех на свете, но это решалось все на уровне правительства, чтобы вот дали нам людей, и как там производились с ними расчеты, вообще непонятно, потому что там были в основном скандалы. Если даже те же китайцы недовольны, когда они приезжали в Беларусь, хотя за ними Сан Цзиньпинь, и то были невыплаты, снижение зарплат и так далее. Вот. Поэтому я не думаю, что это перспективный путь. Вот. Перспективный путь у нас один. Его все знают. Это менять лысую резину. Переводить закон в порядок, приводить налоги в порядок и дать возможность предпринимательству развиваться, частному бизнесу развиваться. Не душить его ни в коем случае. И не должно... У нас нету тунеядцев в стране. Вот в чем дело. У нас тунеядцев, единицы, возможно, есть, да, как в любом обществе. Но белорусы, они отличаются тем, что это люди, которые трудятся. Вы посмотрите, сколько в Россию выезжало людей, строителей, да. Они там пахали, как я не знаю кто, ради того, чтобы заработать и прокормить им семью. Они не сидели дома, как тунеядцы на самом деле. Они ездили по всему миру, искали, где заработать эту копейку. И этот путь прошло миллионы белорусов. Миллионы прошли этот путь, как заработать на самом деле своим трудом деньги. А не просто какие-то там подачки непонятные, лишь бы вычислились, на которые невозможно достойно жить. Крыўдна насамрэч людзям, якія больш за ўсё працуюць і шукаюць розныя магчымасці для таго, каб пракарміць сябе і сваю сям'ю, нават за межамі Беларусі, што іх гэтая ж дзяржава называе дармаедамі. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць проста цяпер. Яшчэ больше навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. А таксама не забывайце зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.ru. Мае калегі з праграмы онлайн падрыхтавалі агляд найцікавейшых матэрыялаў сацыяльных сетак. У Мінску ледзь не паўтарыўся сюжэт культавага фільму «Пункт прызначэння». На з'ездзе з МКАДу на Лагойскі тракт грузавік МАН страціў кіраванне і згубіў груз бетонныя пліты. Праз некалькі хвілінаў на гэтым участку сутыкнуліся 4 аўтамабілі. На шчасце, ніхто не пацярпеў, але аўты атрымалі пашкоджанні. Відэа з месца ДТЗ падзяліліся нашыя калегі з СММ-аддзелу вашай увазе. Міліцыянт на гадзіну МУЗ Беларусі запусціў паслугу телаахоўніка. Пра гэта распавёў начальнік аддзялення асаблівага прызначэння для аховы фізічных асобаў спецыяльнага аддзелу міліцыі дэпартаменту аховы МУЗ Беларусі Ігар Дудараў. А на навіну звярнулі ўвагу рэдактары тэлеграм-каналу Белсату. Кажуць, паслуга ўжо карыстаецца папулярнасцю, напрыклад, калі трэба суправадзіць чалавека з буйною сумаю грошай. Замовіць сабе міліцэйскае суправаджэнне можна за 46 рублёў на гадзіну. У гэты кошт уваходзіць ахова ад аднаго міліцыянта. Апытанне, праведзенае на YouTube-канале Белсат Ньюс, показала, што пераважная большасць рэспандэнтаў, а гэта больш за 3/4, не вераць у магчымы ўдзел Беларусі ў будучых мірных перамовах. Апытанне сабрала больш за 600 галасоў. У яго вынікі падкрэсліваюць адсутнасць даверу да афіцыйнага Менску на міжнароднай арэне. Беларуская апазіцыя ў асобе Святланы Ціхановскай атрымлівае больш падтрымання, чым Лукашенка, але нават гэты варыянт саступае скептычнай пазіцыі большасці ўдзельнікаў галасавання. Распрацоўнік камп'ютарных гульняў «Садызайн» стварае Мінск, прыгодніцкі горар пра робата, якому давядзецца змагацца за жыццё ў змрочным свеце. Гульцоў чакаюць небяспечныя ворагі, галаваломкі і захапляльны сюжэт. Назва можа быць адсылкай да Менску, але распрацоўнікі гэтага не пацвярджаюць. Гульня створаная з выкарыстаннем нейрасетак. Калі выйдзе Мінск, пакуль невядома, аднак трэйлер ужо ёсць. Ім падзяліліся ў тэлеграм-канале Белсату.
На гэтым у нас усё. Дзякую за вашу увагу. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.